Друзья, доброе утро, я вас всех приветствую. Канал Политгараж. Утро, 10 утра. На улице минус 33 градуса. Ночью было 39. Смотрите, какой туман стоит. Но это еще не сильный. Конечно, при минус 40 он обычно такой, что как молоко. В 5-10 метрах уже ничего не видно. Начинаем наш сегодняшний видеообзор с таких вот интересных кадров. Ух ты! Воздух такой морозный. Кто знает, тот понимает, что такое морозный воздух в Якутии. Пока еще он такой щадящий, 33 градуса, ерунда. Однако руки уже начинают замерзать. Ух ты! Мы идем на работу. 10 часов нужно быть уже, как говорится, при параде. Светофорчик у нас благоприятственно загорелся. Быстрее, то опоздуем. Поставили елку на главной площади нашего города. Уже ребятишки пришли, сказали: елочка, гори. Смотрел недавно «Алмазный край». Без меня, как говорится, опять перерезали ленточку, но ничего. Мы обязательно зайдем в выходной день, прогуляемся, посмотрим, как сверкает наша городская елка. Единственное, конечно, жаль, не успели нам поставить детские горки. Может, конечно, еще все впереди, но декабрь месяц-то уже первая декада прошла. Горок нет. Не знаю, может, пандемия, может, еще чего. Людей на улицах, видите, практически нету. Все стараются передвигаться на автомобилях. Знаменитая наша аллея из акаций. Сколько уже снято про нее роликов. Сбербанк России, видите, как красиво горит. Ну, не он сам, конечно, огни, фонарики. Ну все, руки окончательно замерзли. Идем на работу. Все, автомобильная движуха началась. Как раз все на обеденный перерыв рванули. Сейчас у нас 12:30. Вот, блин, сделали светодиодная панель. Она мерцает на камере. Не видно нифига. На улице погода у нас хорошая. В районе 35 градусов. Плюс-минус в разных районах. На нижнем поселке, на верхнем может быть до 40. А здесь в городе примерно 33-35. Вот, машины уже извергают клубы тумана из глушителей. Но не как раньше, знаете, бывает, едешь за машиной, а вообще ничего не видно. Особенно за КАМАЗом, за каким-нибудь с плохо отрегулированной топливной аппаратурой. Там же вообще кошмар, за ним ехать невозможно. А сейчас ничего так, вот только на перекрестках, где машин много, там немножко туманит. Да, интересно, сколько продержатся морозы такие сильные. Все, мы на улицу Ленина свернули. А здесь вообще чистенько. Так, эта камера передает, что все хорошо, а глазам я вижу, что туман ровно вот до следующего перекрестка, и там уже ничего не видно. Но сегодня не сильный мороз, поэтому когда будет ниже 40, тогда уже будет конкретно понятно, что где-то 5-10 метров и все, ничего не видно, молоко. Люди начинают включать аварийки, противотуманные фонари. А некоторые вообще предпочитают лучше оставаться дома в такой мороз. Или на работе сидит, ну его нафиг этот обед, блин. Такие вот дела. Так, все, мы куда-нибудь сейчас тут припаркуемся.
Вот и наш медвежонок идет. Друзья, я тут немножко по двору решил проехать. Это улица, двор параллельно идет улице Ленина. Вот там детский садик какой-то, который выходом на Советскую. Возле Фламинго магазин, напротив магазина Фламинго, там знаете, наверное, да? И вот здесь администрация городская. Ух ты, тут все в этих супер чехлах. Видите, даже вот девушка одела свой автомобильчик. Как он называется? Мини-гараж. Мобильный гараж. Друзья, мы сейчас сюда вот встанем. И быстренько с вами пробежим на площадь Ленина. Друзья, у меня есть несколько минут. Видите, как делают. Все там обматывают, трубу приматывают, выхлопную, чтобы двигатель, если включится на прогрев, чтобы выхлоп был на улицу. Еле возле администрации. Видите, какие ух. За столько лет они так и не смогли вырасти до нормальных. Максимум вот что тут 12 метров. Ну и вот она, наша елочка. Красавица новогодняя. Термометр на улице показывает 29. По ощущениям где-то градуса 33, наверное. Наша городская елка. Понятно, что она не натуральная. Мороз какой. В лесу родилась елочка, в лесу она росла, зимой и летом стройная, зеленая была. Красавица. Ребята начали же строить какие-то ледяные скульптуры. Вот идет разгрузка. Снегурочка. Штуковина-то, я думал, она ледяная, она из поликарбоната. Ну, здравствуй, Дедушка Мороз. Я тебе написал письмо. Жди, скоро придет. Идет разгрузка ледяных скульптур. Там уже мастера уже работают, художники. Что-то тут кое-что слепили. А, это просто скрепили между собой ледяные. О, лед уже скрепили, значит будут работать художники. Какие-то скульптуры из них будут рисовать. Ну все, летим дальше. А, руки замерзли нафиг. Да, друзья, сегодня вот прямо, наверное, первый настоящий зимний день. Красота! Мороз щиплет щеки. Аж язык замерзает. Ну все, едем. А мы едем на работу. Время почти 2 часа. Солнышко уже близится к закату. Так, что у нас тут? Влезем. Оп. Солнце близится к закату. Еще пару часов и, наверное, все. Оно зайдет. Потому что сейчас вообще самые короткие дни уже. Поехали. Вот смотрите, где солнце. Все, оно уже очень низко. Друзья, почитал вчерашние комментарии. Огромное всем спасибо. Просто вообще молодцы, красавчики. Гляжу, опять прибыло нас. Хотя бы 20 человек, но уже прибыло. И нас наконец уже стало 1300 человек. Это просто вообще это достижение. Непостижимое достижение, которое мы это сделали. Конечно, на 2000-го, наверное, нужно будет устроить какой-нибудь праздник. Это, конечно, будет еще не скоро. Но мы постараемся, что мы это сделали, значит сделаем и следующий шаг. 2000 подписчиков не за горами.
Ведь в этом году, возможно, конечно, возможно, если ничего не изменится, нам удастся снять и Усть-Кутский зимник. Поездка Тасюрях, Усть-Кут, потом что там дальше? Ну, Иркутск, наверное, и Новосибирск. Возможно, такая поездочка у нас получится, если ничего не изменится. Опять-таки, ни политическая, ни геополитическая обстановка, ни вот эта пандемическая обстановка может измениться, могут закрыть город. Не знаю, как это, ну, надеюсь, что так не произойдет. Все у нас будет хорошо. Молодцы, конечно, вообще просто молодцы. Все подписчики, все, кто просто посмотрел наши видосы. Я вам всем огромный якутский, крепкий, зимний, такой морозный привет передаю. Не забываем все быстренько раз и подписались там. Колокольчик нажали, все, и всегда будете получать уведомления о новых видосах. Так, друзья, вот как я обещал вам, 4 часа, все, солнышко село за горизонт. Сейчас начнется стремительно потемнение. И все, день закончен на этом. Но мы, как обычно, продолжаем работу. Вот сейчас нам нужно съездить тут по делам на нижний, на верхний поселок. Заодно выполним одну заявочку. У нас есть интернациональная 39 на верхнем. Подписчик пишет мне: тайга оставила в моей душе волшебные чарующие чувства. Мне было 6 лет, когда мы уехали. Хочется еще раз увидеть родное. Друзья, нифига себе, 6 лет человек уехал из Мирного. Это ж, блин, вообще, когда это было? Это было так давным-давно, что даже я затрудняюсь. Ну, попробуем сейчас найти. Интернациональная 39, елки-палки, да? 39, по-моему. Блин, такой туман за этими машинами остается. Надо глаз да глаз, потому что иногда можно и в тумане не разглядеть впереди едущий автомобильчик. Сейчас мы посмотрим. У нас вот... Я тут приколхозил, смотрите, термометр, блин, к дворнику. Но он какой-то китайский, видимо, врет. Ниже 29 я еще не видел. На самом деле, почему-то Алмаз автоматика показывает минус 36. Что, в натуре, что ли, 36 градусов на нижнем поселке? Блин, не успел немножко. Ну, я там видел, что минус 36. Да, ну, вообще, на низу и на верхнем всегда холоднее, чем в городе. Ну, 36 должен быть довольно приличный туман, но пока его нету, будем надеяться, что это неправда. Так, у меня на машине термометр 19 показывает, но я, как вам уже говорил, я его немножко взял, утеплил морду, блин, а датчик температуры уличной находится там получилось, короче, он у меня утепленный. Я его утеплил случайно. Я забыл, что в современных автомобилях он стоит прямо за решеткой радиатора. И теперь он меня врет. Что там мой колхозный датчик показывает? Блин. Не видно, там стеклышко немножко затуманилось. Включить, что ли, печку? Печка его отогреет. Да где-то 25 показывает. Ну, это вранье, конечно. Температура 30-33 градуса. Так. Что у нас новенького в городе? В городе я вам сегодня заснял, значит, поставили елку, собирают ледяные скульптуры. Я вообще удивляюсь этим художникам, которые каждый год делают из льда, который выпиливают на реке, ледяные скульптуры, там типа с Новым годом, якутские орнаменты и всякое такое. Это же, блин, сколько надо иметь здоровья, понимаете? В минус 35, минус 40, 45, несмотря на любые, короче, морозы, они ваяют свои скульптуры.
друзья, а я решил заехать с улицы Лесной. Ведь Лесная улица тоже была, да и есть, одна из самых длинных, самых таких густонаселенных улиц нашего города. Ай-яй-яй, здесь похолодало, прямо чувствуется, как он сразу от стекла пошел холод. На верхнем поселке холоднее, чем в городе. Прямо чувствуется, как от стекла холодом веет. Да, здесь еще вот практически, видите, деревья с основания, можно сказать, деревья стоят, как вот лес был, так они и остались. Просто здесь проложили улицу, люди заселились, построили свои дома, коттеджи и живут вот по сей день, живут и не тужат. Конечно, здесь никаких канализаций нет, нету ни водопровода, водичка здесь привозная. Здесь стоят кубовые, несколько штук на протяжении всей этой улицы. Вот одна из них, видите, кубовая, вот такого плана. Вот домик продается, люди живут. Лесная 24. И как-то летом проезжал здесь, помните, можете посмотреть мои летние зарисовки, отлистать немножко назад и посмотрите, там улица Лесная, улица Интернациональная. Вот для вас, кто просит у меня 39-й дом по улице Интернациональной, друзья, уважаемый подписчик, посмотрите мои летние видео, да, там прям на канале на моем нажмите кнопку видео, отлистайте там назад и посмотрите. Я несколько раз снимал обе эти улицы, и Лесную, и Интернациональную, с самого верха до самого низа практически. Все, вот мы свернули с Лесной на Интернациональную, и сейчас мы попробуем. Здесь это район, вот смотрите, 69-й дом, а туда еще вперед до вот этой радиолокационной станции, туда еще есть дома. Ну, там они уже большей частью заброшены, конечно. 39-й, я так понимаю, это будет у нас сейчас по левую сторону, потому что это нечетный, да? Вообще это трудно сказать, наверное, по правую. Да, четные по левую, нечетные по правую будут. Сейчас посмотрим, пока не стемнело, нужно, как говорится, успевать. Нужно успевать. Блин, еще на заправку надо проскочить. 53-й дом по улице Интернациональной, кубовая. 51-й дом. Конечно, вряд ли что-то здесь знакомое вы увидите. Вот дом продается. Огромный двухэтажный коттедж с мансардой даже. Не знаю, что-либо напомнит вам из этих силуэтов. Потому что здесь все по-новому. Все абсолютно по-новому. Люди давным-давно перестроили свои жилища. Редко кто оставил их в том же состоянии, как они есть. Друзья мои, 35-й дом. А нам на 39-й. Мы что, отъезжаем назад? Едем. Так, друзья мои, надо тут разобраться. Еще маленько назад отъедем. Вообще вот 39-й дом, друзья мои. Секундочку. Интернациональная 39. Во дворе злая собака. Машины какие-то стоят. Понятно, что здесь все поменялось. Абсолютно все поменялось. Злая собака гавкает даже. 39-й дом. Ну, вот. На месте вашего дома стоит уже вот такой вот коттедж.
напротив, вот, может быть, узнаете своих соседей. Вот эти точно старые дома. 38-й, 36-й. Собачки везде лают. Вот соседский дом тоже ваш. Но он, наверное, новый уже. Так что от старых домов, если, говоришь, 6 лет тебе уехали, вряд ли что-то здесь знакомое. Разве что вот эти дома старые. И тут вон кто-то гараж огромный построил, пристроил. Вот так вот. Все меняется, время бежит. Фух. Надо пристегнуться. Зимой холодно на улице. 32 показывает мой термометр колхозный, но думаю, что, наверное, холоднее. Метелочки. Братуха Вадимка, если ты смотришь этот видос, вот твой домик бывший. Тут к нему пристроили еще веранду, и он теперь крылечка этого нету. Вот квартиру эту удлинили, короче, видимо, там или летнюю кухню сделали, или еще что-то. Все, мы вниз спускаемся, прямо по интернациональной. Тут справа какие-то гаражи понастроили, непонятные такие. Все, выезжаем на дорогу. И сейчас на заправочку проскочим. И заодно промониторим, какой нынче сейчас, по какой цене бензин. Поехали. Друзья, вот мы выехали уже за город. Осталось тут каких-то 200 метров до АЗС. Она, видите, там в тумане, ее не видно даже. А кто-то мне говорил, да, по поводу хвостов фабрики. Нет, это не хвосты фабрики, оказывается, это карьер, трубка дачная здесь. И вот на ней борт осыпался из-за непонятных каких-то геологических происшествий. И вот там дорога, видите, где машины светят, вот там фары, да, там дорогу пересыпало и завалило напрочь, блин, произошел какой-то сдвиг почвы. Так, а мы приехали с вами на АЗС. Саханефтесбыт. Смотрите, 76-го бензина у нас нету. 92-й у нас по 56 рублей. 95-й 56 рублей 80 копеек. И ДТ 60 рублей 70 копеек. Такие здесь современные стоят АЗС-ки. Можно оплачивать денежкой. И не денежкой, картами можно оплачивать прямо на месте. Но есть недостаток. Пистолеты не работают на отбой. Они не отбивают, если у вас полный бак заполняете, да? По идее, если перелив получается, бак уже полный, да, или пена там лезет с бака, пистолет должен отключиться. Не работает ни один. То есть, если у вас что-то там, вы больше заказали бенза, да, то он просто у вас на пол льется, пока вы вручную не отключите сам пистолет. Короче, ну, не знаю я почему так, видимо, какие-то дешманские пистолеты купили, хотя заправки вроде такие дорогие, хорошие. И это было не зимой, не в морозы, нет, это летом произошло. И все, они все летом их поставили в начале лета, и они к лету уже все попереломались все.
Тайга, друзья мои, вот она по краям, видите, она такая уже корявая, не то чтобы там, как в Иркутской области, огромные сосны, широкие, строевой лес. Нет, вот такой он, якутская, она тайга такая вот. Ну, елки такие, куцые какие-то, блин. Холодно, друзья, холодно. И им холодно, блин. И нам холодно. Ничего, мы выживаем. Мы сейчас на здании МУАДа посмотрим. У них не на конторе, а там над боксом стоит термометр. Мы сейчас посмотрим, какая здесь температура на верхнем поселке. Он у них всегда правду показывает. Всегда. Здание МУАДа, контора ихняя. Так. Вон он там вдали виднеется, красненький такой, давление показывает, дату и температура. Минус 3 градуса. Блин. Минус 30 с чем-то. Короче, у них сломался термометр. Ёлки-палки. А так надеялся я посмотреть реальную температуру. 32 на моем термометре колхозном. Надо было приколхозить такой термометр, блин. Да ладно, здесь у каждого второго раньше на УАЗике, на Волгах везде был такой примотанный, потому что точно знать, стоит ли вообще двигаться дальше или нет. Друзья мои, термометр уже раньше не было таких, как вот электронный, да? Да и этот тоже он показывает до минус 40, все, ниже он температуру не показывает. Такие вот дела. Все, солнышко садится. Заявки у нас, конечно, еще есть. Но это надо ехать в город. Мне Павлова 12 тут заказали. Друзья, да я Павлова 12 же снимал на днях буквально. Вот. Вы просто, наверное, невнимательно смотрели. Ну, я еще заеду. На всякий случай, может быть, там возле магазина, как называется-то, забыл, ладно, Павлова 12, короче, во дворе сниму. По поводу городской типографии нашей, да, друзья мои, вот получился такой интересный у нас сюжетик вчера про типографию. Оказывается, 60 лет газете «Мирнинский рабочий» было. И там вывесили фотографии такие исторические. Я это все дело маленько подзаснял. Походил там по кабинетам, по коридорам поснимал. В общем, интересно так получилось. Даже не ожидал сам, что так трогательно все получится. Конечно, меня поблагодарили за это. Ну, не финансово, конечно, вы не подумайте. Нет, просто получил благодарность. Друзья мои, вот что еще. Показывается, старая типография у нас была в городе. Напротив дома Комсомольская, 20. В этом доме еще была сберкасса. Вот, если честно, я не помню такого. Торцом Каюмского стоял дом Комсомольская, 20. А от типографии по ту сторону, по нечетной стороне Комсомольской, была библиотека. Кафе, потом кафе «Юность», кажется. Вот это вот человек помнит, понимаете, вот это память. Потому что я, видимо, был совсем мелкий тогда, когда это было, и я не помню деревянной типографии. Я помню детскую поликлинику на Ленинградском проспекте, потому что я жил здесь на 4-й Горняков, старая, в сыпухах в этих старых, да. Их там сейчас нету уже. И я ходил на Ленинградский проспект, детскую поликлинику, постоянно там стоматологию, еще куда-то. И, короче, вот это я помню. А потом это дело закрыли ее, она долго стояла, пока не построили новую. Новую поликлинику построили, и старую закрыли, и все. Вот такие вот дела. Вот кафе «Юность» я помню прекрасно, да, кафе «Юность». Мы ходили туда, но оно долго работало, я уже помню, даже в МТС я работал там грузчиком как-то. И мы ходили иногда время от времени. В «Юность» у нас были, типа как сейчас бизнес-ланчи, да, тогда были обеды. Нам давали талоны, мы приходили от предприятия.
нас это... Бануться, блядь. Извините за мой французский. Че он поехал на красный, видимо. Очень сильно человек торопится. Это я потом запикаю. Ну да. Правила дорожного движения надо соблюдать. Если человек очень сильно. Но если когда очень сильно хочется, то можно, наверное. Ну, мы не будем. Все-таки туман, можно куда-нибудь и залететь. Автобаза Мирнинского ГОКа, вот видите, въезд, вот он здесь, да, вот эта арка. Автобаза Мирнинского ГОКа, там даже, что там пишут, что-то зеленое, трендовое, короче, что-то пишут там, чтобы мы соблюдали правила дорожного движения. В автобазе осталось 3,5 калеки, 2,5 БелАЗа, может еще каких-то парочку каких-то большегрузных самосвалов. И все, территория пустая. Разогнали всех, вся и все. Карьерная техника не нужна. То, что там с Интера возят, с отвалов немножко возят, вот и все. И этого достаточно. Мойку тоже почти сократили. Слесарей там, я не знаю, если что-то осталось, то, ну и то не знаю, вряд ли. А там же такой шикарная автобаза была, там, ой, сколько там, моторные, электрики. Блин, сколько цехов, медники, да кого там только не было, друзья. Оба-на, телефончик. Вы говорите, в городе машин не хватает. Ну, в смысле, мало машин, людей. Да, сейчас машин-то дофигища, вон, смотрите, все постоянно где-то какая-то движуха, люди, вот видите, вот человек пошел, и вон еще один, а вы говорите, нету людей. Да нет, люди есть. Особенно в мороз, почему-то все стараются передвигаться на машинах туда-сюда, вот постоянно движуха такая, хоть и сильный мороз, но люди нифига не прекращают в своей жизнедеятельности. Да куда деваться, блин, жить-то все хотят. Все хотят есть колбаску, рыбку, всякое такое. Да, нормально. В течение дня движуха у нас довольно такая нормальная. Смотрите, вот, друзья, вот мы сейчас проезжаем храм, да? Вот здесь на месте храма стояла кафе «Минутка». Дальше были двухэтажки. Вот эти вот, вся вот площадь, вот это вот, здесь сейчас Харысхал, где сейчас вот это университетский корпус, вот этот новый. Но здесь целый вот этот квартал был застроен двухэтажками. Вот тут справа, смотрите, 21-я школа, потом пошла 12-я школа. Практически на перекрестке с улицы Аюнского. И вот здесь, напротив Аюнского, здесь, да, здесь стояла почта старая. Старая почта, да, прям вот здесь она стояла. Я помню, из школы бегал, покупал там конверты, марки покупали, мы тогда коллекционировали все марки, елки-палки. Я покупал там их на переменке, там раз за 3 копейки, там за 5 копеек, ну, иногда дороже, там блоки всякие покупал. У меня где-то, блин, эти мои альбомы с марками хранятся еще, лежат, никуда не делись. Потом вот это вот тут девятины вот эти их построили, по-моему, они давным-давно здесь стоят. Потом магазин Темп, по-моему, тоже стоял очень давно и никуда он не девался. А где же была типография? Напротив дома Комсомольская, 20. Потом, потому что вот бассейн, может быть, вот на этом месте, где бассейн, может, здесь вот была. Потому что дальше пошла вот кафе «Юность». Ой, кафе «Юность», да, она, по-моему, была. Вот здесь сейчас кафе «Тревелс» у нас, вот он, да. Здесь было кафе «Юность», да, «Юность» была. Ну и потом опять свечка. Где тут могла быть типография? Ну вот уже Аюнского. Вот здесь был техникум у нас, школа молодежи, по-моему, рабочая. И там дальше техникум, вот в этих двухэтажках. Все, потом мы пересекаем улицу Амусова и поехали дальше. Потом дальше, вот туда, по Комсомольской, чуть дальше. Но это было уже в 2000-х годах. Там здание, деревяшка такая была. Там, ну она, в смысле, она и сейчас стоит. Не деревяшка, а каменная, по-моему. Сбербанк. Туда переносили одно отделение Сбербанка. У нас их было 3. На Тихонова одно. Тут по Комсомольской второе. И третье отделение Сбербанка.
там, где сейчас новая стоит, что ли. Ну, это еще уже не Сберкасса, а уже Сбербанк России, когда стал, да. Да, что-то вспуталось все в голове. Ну, пишите в комментариях, друзья. Может быть, вот у вас память получше, и поэтому пишите. Не забывайте, обязательно. Все это дело нам прям... Мне вообще понравилось, друзья. Некоторые пишут прямо лист А4 комментария. Я думаю, вот это человек прям с душой подошел к моей просьбе писать комментарии. Молодцы, просто вообще красавчики. Вот такие люди и продвигают наш канал, понимаете? Я, конечно, тоже стараюсь отвечать на все комменты. Ну, на самом деле их не так много у нас. Ну, мне хватает времени, чтобы там 3, 4, 5 комментариев писать там. Всем обязательно ставлю лайки, сердечки, и там все вам. Ничего не пропускаю. Сейчас мы заедем, знаете куда? Мы сейчас заедем в магазин Экспресс. Я что-то пристрастился у них покупать пирожки. Вот заразы, блин, научились делать пирожки вкусные. Знаете, у них и печеные пирожки, и жареные пирожки. Я вчера и позавчера покупал у них по несколько штук. Там, наверное, 6 купил, другой раз 8 купил пирожков. С луком, с яйцами. Блин, вообще просто обалденные пирожки. Вот, знаете, раньше на вокзалах всегда бабульки продавали из таких, из кастрюль с таких пирожки. Горячие. Вот они такие, они вкусные, они полные вот этой начинки. Ёлки-палки, если сейчас у них есть, я вам покажу. Сейчас маску одену. Друзья, вот мой колхозный. Сколько показывает? Ну, 30-ка. Идем в магазин. Тарапам. Опа, сигнашечку. Дверь закрыли. Рабочий день еще не кончился, люди еще не повалили в магазин. Я тут один. Что-то хорошего есть. Гигантские апельсины. Валенсия. Южноафриканские. 215 рублей. Приятная цена. Помидоры стали по 240 рублей. Яблочки красные. 185 рублей. Ну, вот другое дело. Другое дело. Вот пирожки я вам обещал показать. Такие. Вот они. Причем у нас сметана. Простоквашинская сметанка. Такой большой стакан 119 рублей стоит. Сибирский дар. Развесная. 285 за килограмм. 104. Божья коровка какая-то. БЗМЖ. 163 рубля. Сметана она маленькая. 157. Сметана белорусская. Молочный гостиниц. 217 рублей. Ну и все. Ну, остальное мы все видели, друзья. А вот еще булочка с яблоком 28 рублей. Красавица такая. Как она называется? Ватрушка 29 рублей. И лаваши есть. И тонкие, и толстые, и лаваши, и мини-пек. Батон столичный. И слойка с творогом. Ну все. Набрали к чаю всякого разного добра. Обалдеть. Идем на кассу. Даже такое бывает здесь.
друзья, вот такой вот пирожковый бонус для вас сегодня под конец нашего сегодняшнего видео. Друзья, если вы досмотрели наше видео до конца, обязательно поставьте внизу лайк. Еще раз говорю, не обессудьте за рекламу. Но сейчас без рекламы никуда, никак. Поэтому всем огромное спасибо, всем здоровья, счастья, успехов на нашем канале. И молодцы, что не забывайте подписаться на наш канал. Пока-пока.